Бывает и такое, что в суде иногда административные дела, в основном это за нарушение ПДД, правил дорожного движения, привлекаются к административной ответственности, и вы только лишь потом, через месяц, год, полгода, узнаете о том, что вы привлечены или вы лишены права управления автотранспортом. Такое бывает. Дело в том, что когда материалы поступают в суд, то они направляют извещения, уведомления, как обычно, независимо от того, получили вы их или не получили. Очень часто такое бывает. Суды мировые выносят решение на соответствии имеющих у них документов. Естественно, 99% таких дел рассматриваются в пользу лиц, которые направили документы. Ну, скажем так, работников ГИБДД, потому что не только работники ГИБДД административные дела, там и пожарники, и другие органы имеют право. Вот. Но вы же, если раньше не знали, не получали уведомления, вы имеете право получить постановление, обратиться с заявлением, и если считаете это постановление незаконным, можете это обжаловать. Так что, если ваше отсутствие вынесли такое постановление, это еще не значит, что на этом дело закончилось. Если вы не согласны, обжалуйте, получите постановление, обратитесь с заявлением. Самое главное для вас доказать то, что вы не были уведомлены, то, что вы не получали постановление, если действительно не получали, и обжаловать. Ну, на чьей стороне будет правда, это только лишь время покажет. Иногда бывает такое, что вроде бы и долгов нету, все квитанции на руках, или одна там 2 штуки не хватает за какой-то период времени, и выясняется о наличии задолженности. Вы знаете, такое, конечно, бывает. Дело в том, что здесь человеческий фактор играет, потому что каким-то образом, либо по ошибке, либо по иным обстоятельствам, а у кого-то может образоваться такая задолженность. Вам же необходимо предоставить туда заявление, если вас уведомили о том, что у вас имеется несколько тысяч, десятка тысяч задолженностей, хотя по вашим расчетам не имеется, необходимо с заявлением обратиться в этот коммунальную службу, коммунальный орган или предприятие, учреждение, которое к вам претензии предъявляет или уведомляет вас о наличии задолженности. Предоставить все квитанции и пояснит в вашем заявлении, что вы ежемесячно или иным образом как-то оплату производили, у вас нет задолженности. И на основании этого просите проверить на наличие задолженности. Если вам будет отказано, опять их действия можно обжаловать в суде или иным образом этот вопрос решить. Потому что вышестоящей организации тоже можно фактически обращаться, хотя лично я считаю, что вышестоящая организация не будет вопрос рассматривать, она будет обратно адресована в эту же коммунальную структуру. Вот, поэтому лучше в судебном порядке. Вы не забывайте, дело в том, что если когда вы обращаетесь за помощью к адвокатам, законом предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом, что судебные расходы, которые вы понесете по вине того лица, это в данном случае может быть предприятие, учреждение, организация, вам могут возместить. То есть компенсировать ваши понесенные судебные расходы. Поэтому в этой части вы можете не бояться, если не 100, ну хотя бы процентов 50-70 вам ваши судебные расходы возместят. Зато вас реализует справедливость. Поэтому это все зависит от того, как вы хотите поступить.